Дарья Халчин, добрый день, друзья. Так, друзья, хочу приготовить на обед фаршированные баклажаны в духовке. И буду делать еще свекольный салат. И что нам для этого нужно? Значит, у меня 4 баклажана, 2 луковицы, острый перчик, полкилограмма фарша говяжьего. Помидоры, правда, уже были у меня только нарезанные, потому что я уже готовлю, для лечи стоит у меня сок. 2-3 помидорка, 3 зубчика чеснока. Есть свекольный салат, я уже попозже вам расскажу, просто у меня стоит этот почищенный. Там свекла, лук, это отдельно. Так, сейчас я перемешаю, тут у меня томатный сок варится. Это будет у меня лечо, но его сегодня я не буду готовить, просто, наверное, не успею. Во-первых, во-вторых, у меня болгарского перца мало. Может, успею, может, не успею, посмотрим. Но это будете видеть вы по-любому. Если я успела, то это вы увидите. Не успела, то увидите в следующем ролике. У меня, как всегда, все вместе, все в процессе. Сделала сыр сегодня. Тоже у меня был заказ. Вот, приготовила сыр. Сейчас переверну его. Правда, он получился не очень большой, потому что молока немного было. Вот, все в процессе, короче, как всегда у меня. И мне еще надо просепарировать молоко, но это уже, наверное, только вечером. Друзья, подготовим сначала баклажаны, срежу плодоножки. Так, будем делать, как будто бы это у нас лодочки. Баклажаны, правда, у меня, вот, друзья, почему-то разные формы, разного размера, но ничего. Так, разрежем их. Так, и вот так вот. Нам нужно вынуть отсюда мякоть, чтобы это были лодочки. И вот так вот с каждого баклажанчика мы будем делать. И потом я вам покажу, как я выну. Так, друзья, и вот теперь нужно вот так вот вынуть отсюда мякоть. Сделать лодочки. Так, наверное, лучше все-таки ножом я работаю. Что-то не очень-то не нанимается. И вот так вот все лодочки мы подготовим, чтобы потом нафаршировать их. Я очень люблю блюдо из баклажан. Смотрим, что у нас из этого получится. Друзья, теперь нам нужно немножечко их посолить, присолить, как говорится, и дать им полежать полчасика, чтобы вытекла вода. И пропитать, чтобы они солью. Соль у меня адыгейская, я что-то подсела на эту соль. Обычно не люблю никакие приправы, никакие ароматы, но что-то эта соль мне, друзья, понравилась очень. Мякоть, видите, я вынула оттуда, но она нам тоже пригодится, но не вся, конечно, но то, что у меня останется, я, наверное, заморожу, скорее всего, или посмотрим, что-то из него сделаю. Так, все, баклажаны теперь будут у нас лежать полчасика, а за это время сейчас я буду нарезать лук.
его жарить. Нарежем лук и поджарим. Так, теперь обжарим лук. И чеснок, да, и добавим чесночок тоже к луку. Так, нарежем помидорчики, пока жарится лук. Немножко острого перчика тоже нарежем, друзья. Я люблю его аромат. В принципе, добавляла бы, наверное, во все блюда его. Посмотрим, что у нас. Так, и посмотрим, что у нас тут лучок делает. Лук обжарился, и теперь мы добавим сюда фарш и обжарим немножечко фарш. Так, мне кажется, весь фарш не нужен будет, наверное. Еще и баклажаны надо сюда добавить. Так, добавить немножечко соли, адыгейской соли. И немножко черного перца. И теперь разомнем хорошенечко фарш. И минут 10 потушим его вот так вот. Потом надо будет добавить помидоры. Натрем сыр, чтобы подготовиться, пока жарится у нас это все. Сыр у меня моцарелла, друзья. Можно любой голландский сыр, любой сыр, который плавится. Так, добавляем теперь помидоры к фаршу. И тоже немножечко, минут 5-10 потушим. Ну, чтобы не было жидкости, пока не упарится жидкость. Конечно, возьми много, но блюдо вкусное. Баклажана, которую мы вынули из баклажан, и тоже обжарим их вместе с этим фаршем. И минут 5-10. Все-таки потом нафаршировав, они еще будут стоять в духовке, и это все вместе дойдет в духовку до готовности. И будем начинять баклажаны вот так вот нашей начинкой. Начинка, друзья, очень вкусная, ароматная. Правда, получилась немножко остренькая.
Но, в принципе, мы все любим острую пищу. И вот так вот наполнить надо все баклажаны и уложить. И вот мы баклажаны начинили. Теперь я поставлю их в духовку минут на 20-30. Ну, посмотрим по ходу, как у меня баклажаны пропекутся. Потом надо будет их посыпать сыром и еще минут на 5 в духовку. Конечно, они были бы красивее, если бы были бы одной формы, но у меня были только такие баклажаны, друзья. Ну, я надеюсь, что друзья и брашки, что нам, в принципе, я не готовлю для таких гостей, а можно и такие. Ну, попробуем. Так, и, друзья, пока у меня запекаются баклажаны, я решила сделать все-таки салатик. Ну, маринованная будет такая свеколка, салатик, маринованная как-то так. Ну, вот нарезала вот такими вот брусочками, специально оставила, чтобы вам показать. Это 5 средних свеколок для этого салатика нужно. Я их отварила. В принципе, лучше, может быть, можно и запечь, но я их отварила. Так, я делала этот салат на свадьбу своего племянника, всем очень понравился. Так, и вы просили у меня его тоже показать. Значит, тут 5 свеколок среднего размера, 2 луковицы я нарезала, половина острого перчика и 2-3 зубчика чеснока. Теперь нужно добавить чайную ложку сахара, чайную ложку соли, это адыгейская соль, ну и немножечко черного перца, так, кто как любит. И 2 столовые ложки 9% уксуса. Все, и теперь это все тщательно перемешать. И вот салатик готов. Теперь он должен немножечко, ну минут 20-30 настояться. А вообще, если приготовить его с вечера или утром приготовить, чтобы подавать вечером, больше настаивается, а лучок становится такой прямо, как будто бы вообще его не видно. И вкус очень бывает такой насыщенный, такой маринованной свеклы. Ну вот, как-то так. Теперь будем ждать дальше, что у нас будет с баклажанами. Друзья, я забыла, все время что-то забываю, что нужно добавить еще растительного масла. Ну, где-то чуть меньше, чем полстакана. Вот теперь салатик точно готов. Так, и вот, друзья, баклажаны наши почти готовы. Так, готовность можно просто, видите, если и вилка входит легко, то они готовы. Сейчас я посыплю баклажаны сыром и поставлю снова в духовку минут на 5. Чтобы расплавился сыр. И вот мои баклажаны готовы. Сейчас выложим их в блюдо. Аромат, друзья, конечно, от них идет обалденный. И вот, друзья, обед наш готовый. Я стол накрыла. Друг Ибрашки пришел, но главный
наш член семьи уже за столом. Моська! Без Моськи нам никак нельзя. Так, ну, мальчик со мной не сядет, мне придется поесть попозже. Так, немножечко им накрыла на стол. Пока пусть поедят они, а потом буду есть я. Баклажаны удались, если честно. Я все-таки тот, который вывалился неправильно, его съела уже, если так, по большому счету. Ну вот как-то так, друзья, наш обед готов. Так, друзья, вот буду сепарировать молоко. Молоко уже подогрелось. Но из-за того, что вот оно у меня замораживается, вот так вот перетапливается сметанка, которая над ней. Уже она тепленькая. Ну, молока не очень-то много, конечно. Вот немножко в этой кастрюльке и это. Было побольше, но я вам показывала, что сегодня еще сделала сыр. Я вот сейчас помою бетоны. Посуду в обед помыла, быстренько не стала разбирать. Зашла, смотрела YouTube, разбирала там свои кое-что. Мне надо было по работе. И так как-то просто смотрела, просматривала и заснула. Хотела полежать полчаса, но заснула, проспала больше 1,5 часов. Друзья, и вот сейчас, пока вот греется молоко, решила сделать еще салатики с капустой на завтра, потому что свекольный практически мы поели. И вот, чтобы завтра был какой-то салат капусты. Я это самое, с огорода пацан мне вырвал всю капусту. Ну, я ее так прям с корнем, чтобы она не усыхала. Но, тем не менее, надо что-то делать с капустой все-таки. Решила так, смотрела, чтобы сделать. Решила салатик со свеклой сделать, тоже корейский салат такой. Сейчас я вам буду показывать его, как я его делаю. И заодно пока согреется молочко. Сейчас быстренько бетончики помою эти. Ну, что еще? Ну, все, наверное. Сегодня больше ничего не буду делать. А завтра уже с утра надо будет поехать на рынок тоже еще покупать. Я же хотела сделать лечо сегодня, но не сделала, потому что у меня оказалось очень мало болгарского перца. У меня оказалось, что нет крышек, нет этой салициловой кислоты, которую я добавляю. И пришлось отложить на завтра. Я просто сварила томат вот этот, помидоры сварила, и поставила уже до завтра. Утром рано, наверное, поеду снова опять на этот оптовый рынок. И куплю еще что такое, что, ну, может быть, помидоры, может быть, еще мне надо и варенье малиновое как сварить, купить немножко малины, потому что мало. И Брашка ее практически через день, через два баночку съедает. Так что запасы уже заканчиваются. Придется идти и покупать и малину. Ну, вот как-то так, друзья. Вот, друзья, буду делать я салатик из половины капусты. Половину отложу, пока она мне не нужна. Значит, что нам нужно? Полкочана капусты, ну, где-то с килограмм, наверное. Вот такие вот, одну большую или вот такие вот две маленькие средние свеклы. Нужен кориандр. Хорошо бы было, если бы, конечно, этот кориандр был в зернах, пережарить его и перемолоть, но у меня нет. Я буду добавлять такой. Просто решила его сегодня сделать. Давно хотела эту капусту себе сделать, салатик, и заодно и вам показать. Вы просите показать, какие я делаю салатики. Ну вот решила сегодня так. Значит, 3-4 зубчика чеснока, немножко острого перца мне нужно, соль, сахар, растительное масло и уксус 70%. Значит, сейчас я покажу сначала капусту, что я буду с ней делать. Это очень легкий салат, быстро готовится и очень вкусный. Так, вот разрезаем вот так вот. И разрезаем вот так вот. И вот так вот нарезается на кубики. Если хотите побольше, если хотите поменьше. Я сильно большие не хочу кубики, поэтому нарезаем немножко поменьше.
И вот надо вот так вот разъединить все эти вот квадратики, кубики, чтобы вот на каждый листочек разъединить тщательно, чтобы вся капуста хорошенечко потом пропиталась и солью, и соком свеклы, чтобы она была такая вот красненькая вся. Так, друзья, вот как-то что-то все время, когда что-то готовлю, все время думаю про себя, вот, поели ли мои мальчики, что они едят. Мне очень скучно без них, если честно. Не знаю, очень не хотелось их отпускать. Вообще у меня дети такие, что чисто домашние, никогда никуда не ездили, никуда от меня вот ни на шаг не отходили, так сказать. Ну, по крайней мере, с ночевкой очень редко куда уходили мои дети. И мне было очень не по себе, когда мальчики уехали. В прошлом году, когда они уехали практически все трое вместе, это вообще было что-то. Мне даже не хотелось с работы возвращаться домой, друзья. Было очень скучно, плакала. Как-то вот не по себе. Пустой дом, никого нет дома. Приходила, ничего не готовила себе, просто так пила чай и ложилась спать после намаза. Ну вот, как-то так, друзья. Все, вот капусту разделили. Теперь я натру на корейской терке свеклу. И потом дальше вам покажу, что я буду делать. И вот, друзья, я натерла на терке свеклу. Теперь сюда нужно добавить 2 чайные ложки соли без верха. Так, ну я и сюда добавляю адыгейскую соль. Так, вот 2 чайные ложки. Ее надо тщательно перемешать и оставить на час. Пока она у меня будет стоять час, я просепарирую молоко и успею все сделать. А потом уже покажу вам дальше по ходу, что будет с этой капустой. Я тщательно перемешала капусту со свеклой. Свеколки были маленькие, поэтому короткие. Если свекла покрупнее, будет длиннее соломка, это будет намного красивее выглядеть капуста. И ее у меня, если честно, мало. Надо было бы, конечно, чтобы побольше было свеклы, но у меня больше нет. Я вот, наверное, завтра, если поеду на рынок, куплю. Моя из огорода уже закончилась. Вот так вот, видите, надо тщательно. Все-таки оставались у меня кусочки. И теперь она должна у меня постоять часок. Я ее закрою крышкой и оставлю пока буду заниматься другими делами. Оставлю ее. А тем временем, и в течение этого часа, друзья, ее надо все-таки перемешивать немножко, вот, потихонечку. Ну вот все. Сейчас быстро соберу сепаратор и просепарирую молоко. Ну, друзья, я молоко уже пропускаю. Салатик у меня стоит, капусточка стоит еще. Минут 15, как она уже не стоит. Ну вот, как-то так, друзья, мой день проходит вот в таких вот хлопотах. Вот, друзья, все, я закончила пропускать молоко. Вот сколько сметанки. Мало, конечно, но ничего. Сегодня оставлю вот здесь на столе, сейчас накрою крышками и оставлю на столе кастрюлю, чтобы они у меня быстрее молоко прокисло, чтобы сделать завтра творог, наверное, уже. И уже со свежим творогом, со свежей сметанкой, чтобы сделать вареники. Что-то, не знаю, мне так приспичило, захотела именно вареники с творогом и со сметанкой. Капусту я уже в течение этого времени все-таки еще раз, несколько раз даже уминала. Вот видите, она уже приобретает такой бордовый цвет. Но если бы немножко было больше свеколки, и видите, она у меня все-таки была маленькая и потерлась каким-то маленькими этими. Но если была бы длиннее свекла, было бы, конечно, красивее, но ничего. Как говорится, и так сойдет. В следующий раз будем делать покрасивее. Сейчас быстро помою сепаратор. Бетона я уже помыла. Сейчас вымою сепаратор, друзья. И, в принципе, уже пора ложиться спать, если честно.
наверное, вот заправлю салатик и пойду спать. Друзья, вот уже час прошел, как у меня стоит капуста. Так, мучку убрала. Значит, я выдавила вот эти вот 3-4 зубчика чеснока, но если крупные, то только 3. У меня они были маленькие, и 4 зубчика чеснока. Так, порезала палец я. Значит, дальше 4 чайные ложки сахара нужно. 1, 2, 3, 4. Немножко острого перца я насыпала, красного, друзья. И теперь нужно нам кориандр. 2 чайные ложки, без гушки такой. Жалко, у меня нету зернах. Обычно у меня всегда бывало, но я давно не покупаю эти вещи, и поэтому все закончилось. Надо как-то закупиться. Так, и нужен уксус 70%, как я уже сказала, 2 чайные ложки. Раз. И 2. И у меня стоит на плите подсолнечное масло, которое вот сейчас раскаливается там, если вы слышите. И вот, чтобы надо на чеснок и на перец налить вот это вот раскаленное масло, чтобы проснулись все вот эти вот наши ароматы. Вот так вот. И все, и теперь надо это все тщательно перемешать. Аромат пошел прям такой очень вкусный. И вот так вот, друзья. Ну, этот салатик лучше делать вечером, чтобы он настоялся, пропитался, и только утром есть. Или делать утром, чтобы есть вечером, потому что он должен настояться. Так. Сегодня сходила в магазин, купила клеенку. Мне до такой степени надоела клеенка, которая здесь лежала. Вот, мыла ее, чистила ее, но она такая и оставалась какими-то пятнами непонятными. Никак руки не доходились сходить купить. Вот. Пошла, купила клеенку, купила конфет, мармеладок. Так, немножко вкусняшек купила. Меня сын просил сегодня, Ибрашка просил что-то испечь сладкое, но пока идет засолка, пока то все, я ничего печь не получается просто. И ленюсь, если честно, я не очень-то люблю выпечки. Когда-то делала, когда были дети маленькие, постоянно были выпечки. Делала и тортики разные, и вафли, и хворост наш кавказский национальный. Что-то вот давно этого не делаю. Надо будет все-таки начать снова это все делать. Все, друзья, вот салат готов. Ну вот на сегодня все, друзья. Я показала вам сегодняшний свой день, как говорится. Друзья, кто ко мне сегодня заглянул первый раз, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь со мной. Я надеюсь, вам будет интересно со мной. Ну вот, как-то так, друзья. Пожелать спокойной ночи опять не могу, потому что я не знаю, когда я выложу ролик. У нас уже, конечно, ночь, но по-любому, что бы там у вас не было, ночь или день, я вам желаю всего хорошего. Ну вот, как-то так у Лейлы. И да, друзья, я чуть не забыла, нужно вот так вот положить тарелочку, чуть-чуть чем-то придавить и накрыть крышкой. И все, и в холодное место, и утром прекраснейшая капуста будет готова.